и разрушили дома. По данным властей, пострадали 32 из 35 районов штата, в результате чего за последнюю неделю погибло не менее 45 человек. Более 4,7 миллиона жителей штата остались без крова. А сколько еще пропало без вести, остается только догадываться. Проливные дожди также обрушились на соседний штат Мегхалая, где за последнюю неделю жертвами стихии стали 18 человек. В Ассаме правительство открыло почти 1500 лагерей помощи для перемещенных лиц, но стихия сильно усложнила их работу. Даже спасательные лагеря находятся в плачевном состоянии. На самом деле местные жители говорят, что погибло сотни человек в Индии из-за самого сильного за 100 лет наводнения. Пожилые местные жители говорят, что никогда в жизни не видели таких наводнений. Наводнения регулярно наносят ущерб миллионам людей, живущих вблизи плодородных берегов Брахмапутры, которую часто называют спасательным кругом Ассама. Но эксперты утверждают, что изменение климата, бесконтрольное строительство и быстрая индустриализация увеличили частоту. В разговоре с BBC называют последние наводневые поля превратились в обширные болота из грязи и мусора. В сельском округе Камруп, как сообщается, сотни людей все еще остаются на крышах своих домов в ожидании спасения. Нет никаких сомнений в том, что ситуация с наводнениями на этот раз очень серьезная, а дожди идут все чаще. Но прежде чем связывать это исключительно с изменением климата, следует принять во внимание антропогенные факторы, такие как вырубка